الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. С позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля, мы с вами продолжаем наш цикл лекций по изучению Ла Иляха Илляллах. И мы с вами были на 8 главе, глава «Кто такой Тагут?». И мы с вами остановились в словах шейха Аш-Шинкити, рахимахуллах, который сказал: «Ма тадамманатху хадхи ал-аятуль карима мин тахкики ма'на ла иляха илляллах». То, что содержится в себе этот аят, это осуществление смысла свидетельства шахады, смысла свидетельства ла иляха илляллах. И имам Мухаммад ибн Абдул Вахаб ат-Тамими, рахимахуллах, говорит: «Ат-тавагиту катиратун сухум хамса». Тагутов много, но их глав являются 5. الأول إبليس لعنه الله. الثاني ومن عبد وهو راد. الثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. الرابع ومن ادعى شيئا من علم الغائب. الخامس ومن حكم بغير ما أنزل الله. Тагутов очень много, как шейх рахимахуллах говорит, однако их глав 5. Первый — это шайтан, да проклянет его Аллах. Второй — тот, кому поклоняются, и он доволен этим. Третий — тот, кто призывает людей к поклонению ему, чтобы люди поклонялись ему. Четвертый — тот, кто заявляет о знании сокровенного. Пятый — тот, кто правит и судит не потому, что не спасла Аллах. Все эти 5 видов являются главами тагутов. Главами тагутов, которые что? Основными, самыми великими тагутами. Иншаллах, мы по порядку приведем на все 5 этих видов доводы из Корана и Сунны. Как шейх рахимахуллах говорит: «Иблису ла'анахуллах, ауалуху иблисун ла'анахуллах». Первый из них — это что шайтан, да будет над ним проклятие Аллаха Субханаху ва Та'аля. Довод из Корана и Сунны. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Алам а'ахад илейкум я бани Адама алла та'буду шайтан. Иннаху лакум адуввум мубин». Разве я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняйтесь шайтану, который является вашим явным врагом? Имам Ас-Сам'ани, рахимахуллах, говорит: «Я бани Адам алла та'буду шайтан». Слова Аллаха: «О сыновья Адама, не поклоняйтесь шайтану», значит, не подчиняйтесь, ай ла тути'у шайтана ва ибадату шайтан та'атуху. И поклонение шайтану — это подчинение ему. Подчинение шайтану является что? Поклонением шайтану. И то, что сказал шейх имам Мухаммад ибн Абдул Вахаб, второй вид: «Ваман убида ва хуа радин биля ибада». Второй — тот, кому поклоняются, и он доволен этим поклонением. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Фахашара фанада, факаля ана раббукумул а'ля». Он собрал толпу и громко воззвал и сказал: «Я ваш Всевышний Господь». Это Фираун, когда собрал толпу и громко сказал, что «Я ваш великий, либо Всевышний Господь». Вал'аяду биллах. И имам Аль-Вахиди, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: «Вакаля мqатилу лима джтамa'у каля адувуллахи Фирауну аля саририхи. Факаля ана раббукумул а'ля, ай ла рабба фаукакум». Приводится от Мукатиля, рахимахуллах, который сказал: когда враг Аллаха фараон собрал народ, встал на ложе и сказал: «Я ваш Господь Всевышний». То есть нету у вас Господа наверху. И говорит: «Вакаля а'та кана кад сана'а лахум аснаман сигаран. Факаля лахум у'будуха ва ана раббукум ва раббу аснамикум». Аллаху акбар. Сделали для фараона идолов маленьких, и сказал фараон им: «Я ваш Господь и Господь ваших идолов». Третий из глав этих тагутов: «Ваман да'ан наса иля ибадати нафсихи». Тот, кто призывает к поклонению себе, призывает людей, чтобы ему поклонялись, ему. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Ваман якуль минхум инни илахум мин дуних, фадалика наджзихи джаханнам, кадалика наджзи залимин». А тому из них, кто скажет: «Я достоин поклонения наряду с ним», то есть наряду с Аллахом Субханаху ва Та'аля,
воздаянием будет гиенна. Так мы воздаем беззаконникам. Аллаху Акбар. И имам Ас-Сам'ани, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: وهذا دليل على أن من ادعى إنسانا إلى طاعته في معصية الخالق فكأنما قال اعبدوني أو اتخذوني إلها. Субханаллах. Обратите внимание, вот это является пониманием салафов. Вот является пониманием ученых Ахлю Сунны валь Джамаа. Как они толкуют эти аяты? Он говорит, это доказательство, если кто-либо призовет человека подчиниться ему в ослушании Творца, он как будто говорит: поклоняйся мне и бери меня для себя объектом поклонения. Сколько же этих тагутов сегодня изменили законы Аллаха Субханаху ва Тааля? Сколько же эти имамы, вводящие в заблуждение, днем и ночью призывают людей, чтобы подчиняться этим залимам, этим тагутам? Разве это не входит в этот аят? Разве это не входит в этот аят и в это описание имама Ас-Сам'ани, рахимахуллах, который говорит: тот, кто призывает людей подчиняться ему в ослушании Творца. Сегодня эти тагуты поменяли закон Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда в законе Аллаха Субханаху ва Тааля человек, своровавший, у него есть определенные наказания. Эти тагуты взяли и сказали: нет, мы не будем отрубать руку, а мы его посадим на 5 лет, на 10 лет. Валя'яду биллах. И призывают подчиняться этому. И также имамы, вводящие в заблуждение, днем и ночью призывают к этим, говоря валиуль амр и другие. Валя'яду биллах. Это и есть, как будто они говорят другими словами, что поклоняйся мне, поклоняйтесь мне и берите меня для себя объектом поклонения. В то время как иниль хукму илля лиллах. Хукм, законодательство принадлежит только Аллаху Субханаху ва Тааля. Принадлежит только Аллаху Азза ва Джалла. И более подробное разъяснение именно в разделе тагута правителя мы разобрали этот вопрос в книге «Кто такой тагут и как проявляется куфр в тагута» в 3 главе. Можете, иншаллах, почитать эту книгу и также, биидниллах, послушать эти уроки. 4 вид из глав тагута, который упомянул шейх Мухаммад ибн Абдул Ваххаб, рахматуллахи алейхи: «Ваман идда'a шей'ан мин илмил гайб». Тот, кто претендует на знание сокровенного. Это как колдуны, прорицатели или же имамы заблуждения. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алимул гайби фала юзхиру аля гайбихи ахада». فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Он ведущий сокровенное, и он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми он доволен, и к которым он присылает спереди и сзади стражей, чтобы знать, что они донесли послание своего Господа. Он объемлет знанием все, что с ними, и он исчислил всякую вещь. Аллах Субханаху ва Тааля, знающий гайб. И тот человек, который претендует, что он знает сокровенного, что он знает, что будет завтра, либо гадалки, которые говорят: давайте я тебе нагадаю и так далее, это является руусу тавагит, это является главами тагутов, что распространено именно сегодня, субханаллах. Проблема сегодняшних дней – это актуально как никогда. Это тагуты и главы тагутов, как мы уже упомянули. И имам Аль-Багави, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: عالم الغيب لا يطلع يعني على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من يصطليه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآيات المعجزة بأن يخبر عن الغيب. Имам Аль-Багави, рахимахуллах, говорит: Аллах, знающий сокровенного, то есть не открывает сокровенное
Всевышний никому, кроме посланников мира, которых он выбрал для донесения послания, выявляет им Всевышний из сокровенного, что он пожелает, для того, чтобы доказать их посланничество, сделать аятами и сделать это знамением, чтобы люди что? Люди поверили в их посланничество. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. И пятый вид тагута, который упомянул шейх Мухаммад ибн Абдиль-Вахаб: وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ. Тот, кто правит и судит не потому, что не спаслал Аллах, является тагутом. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. Имам Ибн Аби Хатим, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَتَرَكَهُ عَمْدًا وَجَادًا وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Тот, кто не правит по книге Аллаха и оставил правление намеренно, зная, то такой из неверных. Такой является из неверных. И сколько же сегодня тех так называемых мусульманских стран, которые стали тагутами, правя по выдуманным законам, заменив закон Аллаха на выдуманные законы, заменили шариат на демократию, заменили ислам на куфр, заменили лучшее законодательство Господа миров на законодательство выдуманных червями этой земли, куфарами. Заменили наилучшее это ислам, заменили на куфр, заменили на секуляризм, заменили на демократию, заменили, субханаллах, законы Аллаха Субханаху ва Тааля, законы шариата. И шейх Ас-Саади, рахимахуллах, в тафсире говорит: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. Аллаху Акбар. Правление не тем, что не спаслал Всевышний, это издел неверных. Это издел неверующих кафиров. И имам Аш-Шинкити, рахимахуллах, говорит в тафсире этого аята: فَقَدْ فَعَلَ فِعْلًا يُضَاهِي أَفْعَالَ الْكُفَّارِ. Поистине это издел неверных, и такой уподобился им. Уподобился неверным. Также Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им было приказано проявлять неверие в него? Шайтан желает ввести их в глубокое заблуждение. И какой же прекрасный тафсир сделал имам Ибн Каthир. Имам Ибн Каthир, рахимахуллах, в тафсире говорит: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد التحاكم إلى الفصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذلك يقول: بيني وبينك كعب ابن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين مما أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى الحكم الجاهلية، فقيل غير ذلك والآيات أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. Аллах отрицает иман у тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное Аллахом его посланнику и другим пророкам, и в то же время для решения спорных вопросов обращаются не к книге Аллаха и сунне его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Упоминается, что причиной ниспослания этого аята стал спор между ансаром и иудеем. Иудей сказал: между мной и тобой Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть мы обратимся к нему за решением нашего спора. А тот же сказал: между мной и тобой
Кааб ибн аль-Ашраф. Некоторые муфассиры считают, что речь идет о лицемерах, которые внешне приняли ислам, но за судом обращались к джахилийским судам. А другие считают, что смысл этого аята общий. Он порицает любого, кто обращается за судом не к книге Аллаха и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а к чему-либо другому, что по сути является ложью, и под этим подразумевается слово тагут. Аллах субханаху ва тааля также говорит: «Ам лахум шуракау шарау лахум мин ад-дини ма лам я'зан бихи Аллах, валаула калиматул фасли лакудия байнахум, ва инна ад-залимина лахум азабун алим». Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах. Если бы не решающее слово, то их спор был бы уже решен. Воистину беззаконникам уготованы мучительные страдания. Аллаху Акбар. Аллах субханаху ва тааля говорит: разве у них есть сотоварищи, которые дозволяют то, чего запретил Аллах? Сегодня мы видим этих тагутов. Сегодня мы видим этих куфаров, которые запрещают то, что дозволил Аллах, дозволяют то, что запретил Аллах. И сегодня мы видим этих субханаллах, шейхов, которые асхабу лиха, которые шабиху риджаль валя риджаль, которые подобны мужчинам, но не являются мужчинами, которые просто, носящие бороду. Сколько же людей они обманули? Призывом к этим тагутам, призывом том, что это валиуль амр, сколько же людей они, субханаллах, дозволили кровь мусульман из-за того, что сказали этим тагутам, что вы тагуты. Сколько же ученых сегодня, субханаллах, находится в заточении из-за слов истины, из-за слов то, что сказали тагуту, ты тагут, из-за слов то, что залиму сказали, ты залим. Аллах субханаху ва тааля в этом говорит: неужели у вас есть сотоварищи, которые дозволяют то, чего запретил Аллах, либо же узаконивают для вас то, чего не узаконил Аллах, либо посчитал харамом? Валь-аяду биллах. Просим Аллаха уберечь нас от этого заблуждения. И говорит Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, говорит: «Ибтадa'у лахум мин ад-дини ма лам юбихиллаху лахум ибтида'аху». То есть, когда Аллах говорит: «Ам лахум шуракау шарау лахум мин ад-дин», шарау, то есть внесли в религию то, чего не дозволил Аллах, имам Ибн Джарир ат-Табари говорит, что внесли в религию то, чего Всевышний не дозволил. Внесли в религию то, чего Аллах не дозволил. Также имам Аль-Куртуби, рахимахуллах, говорит: «Фахаль лахум алихатун шар'у лахум аш-ширка, аллади лам я'зан бихи Аллах, ва иза стахаля хаза, фаллаху лам яшра' аш-ширка, фамин айна юдинуна бих». Разве у них есть божества, которые узаконили ширк, многобожие? Аллах не узаконил многобожие. Так как же подчинились они многобожию? Сегодня мы видим тех, которые, субханаллах, пришли в облике мусульман, узаконили ширк в религии Аллаха, узаконили, субханаллах, просить мертвых, валь-аяду биллах, сделали это дином, юдину бихи, биданнихим ятакаррабуна иля Аллах, валь-аяду биллах. Со своим умом думают, что они приближаются к Аллаху этим многобожием. В то время как Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Инна Аллаха ла ягфиру айюшрака бихи, ва ягфиру мадуна далика лима яша». Аллах никогда не прощает, когда к нему приобщают сотоварищей, но прощают все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Человек, когда умирает на многобожии, Аллах его не простит. Люди, которые, субханаллах, предают Аллаху сотоварищей, взывают к другим, идут к могиле фулан ибн фулан, говорят: «Я фулан уду Аллаха ли». Как ты хочешь, чтобы Аллах, субханаху ва тааля, тебе ответил, когда ты приобщаешь к Аллаху сотоварищей? И как же много сегодня тех, которые узаконили многобожие. Сегодня люди, которые утверждают, что просить мертвых это не многобожие, считают это хорошим делом, субханаллах, дозволенным, который приближает к Аллаху. Эти люди узаконили в религии Аллаха многобожие, и они и являются лжебожествами, тагутами. И также Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит относительно тагута: «Ма'на тагут ма таджавваза бихи аль-абду хаддаху мин ма'будин ау матбу'ин ау мута'». Тагут – это все то, относительно чего раб переходит границы в поклонении, или в следовании, или в подчинении. Эти его слова передаются в И'лямуль Мувакки'ин. Разве эти тагуты сегодняшние, которые
подчиняясь куффарам, не заменили шариат Аллаха? И эти шабихур риджаль валя риджаль, эти, которые подобные мужчинам, но не являются мужчинами, взявшие из себя, что они являются мужчинами этой уммы, хотя далеки они от этого, которые все призывают к поклонению этому тагуту, подчинению этому тагуту, подчинению в том, что, субханаллах, этот тагут запрещает хиджаб, запрещает никаб, запрещает религию Аллаха, субханаху ва та'аля. А этот имам призывает днем и ночью, стоя на мимбаре, к этому тагуту. Просим Аллаха, субханаху ва та'аля, уберечь нас от этого. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Иннама ахафу алейкум аимматуль мудиллин». Я поистине боюсь для вас имамов, вводящих в заблуждение. Сколько же таких имамов, субханаллах. Поэтому, дорогие братья, уважаемые сестры, изучайте свою религию, изучайте основу религии, изучайте таухид, изучайте ла иляха илляллах. Не дайте себя обмануть этим имамам, вводящих в заблуждение. Не дайте себя ввергнуть в вагон вместе с ними, субханаллах. Это религия, это ваш ахира. Кому вы доверяете? Вы смотрите, у кого берете религию. Как наши имамы говорили: فَإِنَّ هَذَا عِلْمُ الدِّينٌ فَانْظُرُوا مِنْ أَيْنَ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Поистине это знание является религией. Так смотрите же, у кого вы берете вашу религию. И Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: ат-тагут, тагут это то, что ложно возвеличивают помимо Аллаха, субхану ва та'аля. Эти слова имама Ибн Таймии передаются Баяну Тальбисуль Джахмия в первом томе 450 страницы. И я думаю, сегодня мы на этом остановимся. В следующем уроке продолжим. Хаза валлаху а'лям. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджма'ин.